Ринат Фахридинов. Многие ждали этот турнир по большей части именно из-за поединка Рината, который совсем недавно заполучил свое место в топ-15 полусреднего веса, а поединок с Кевином Ли неплохо его так по медийности бустанул вверх, и сегодня он прилетел в Бразилию в гости к своему оппоненту Залески дос Сантосу. И Залески хоть и в топы не входит, однако если говорить про его навыки, то они у него определенно на топовом уровне. 10-2 его рекорд в UFC в последних боях, и, ребят, 10-2 просто чтобы вы понимали, если вы рядовой фанат, если вы олдовый, то вы и сами прекрасно понимаете, что 10-2 это та цифра, которой не все чемпионы способны в UFC похвастаться. А послужной список этого парня вполне себе впечатляющий. Бенуа Сен-Дени, Абубакар Нурмагомедов, Алексей Кунченко и кто бы вы думали? Сам чемпион среднего веса Шон Стрикланд, именно его Залески дос Сантос тоже побеждал. Так что Рината ждал непростой поединок, но и награда на кону была неплохая. Победа, вероятно, продвинет его на 1-3 строчки выше, но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как прошел поединок. Уже в начале боя Ринат оформляет нокдаун и имел хорошие шансы закончить поединок, добив оппонента. Но Залески не из простых, он выжил, но дальше был контроль от Рината. А когда бойцы оказались вновь в стойке, то Ринат продолжал доминировать на руках. Забрав раунд без споров, он лучше в стойке, борьбе и отличный тайминг. Второй раунд. Бойцы почти всю пятиминутку провели, обмениваясь ударами, и тут уже было конкурентно. Залески тоже доставал ударами, но Ринат все равно был впереди. Попадал чаще, а главное шел бескомпромиссно вперед по раундам 2-0. Третий раунд складывался до определенного момента хорошо, до момента, пока Залески ногой не пробил в корпус. После этого попадания Ринату пробили корпус, и он сам оказался в нокдауне, где бразилец бросил все свои силы на добивание. Но Фахридинов выдержал все, что ему предложил Залески. Раунд закончился, судьи объявили ничью. Первые два раунда забрал Ринат, а третий оценили 10-8. В целом это справедливое решение, но как же обидно, победа была достаточно близка к Ринату Фахридинову.